Магас – город с многовековой историей. 15 апреля столице древней Алании исполняется 1075 лет. Город одновременно древний и юный. В сочетании прошлого и настоящего кроется его главное достоинство. На сегодняшний день возрожденная столица Ингушетии – это сердце нашей республики и душа каждого ингуша. О городе солнца Амина Бокова. Первые упоминания о столице древней Алании, города солнца Магас, появились в 943 году в письменных источниках знаменитого летописца тех времен Аль-Масуди. Магас располагался на пересечении торговых путей с юга на север и с востока на запад, а в самом городе активно процветало гончарное, железное, ювелирное и ткацкое дело. Являясь стратегически важным объектом, Магас всегда был желанной мишенью вражеских государств. В древних летописях Китая и Монголии аланская столица упоминается в планах захватчиков, наряду с такими городами, как Киев. А в 1239 году, после полуторамесячной осады, монголам все-таки удалось завоевать аланскую столицу. Тогда погибло около 270 тысяч его защитников. Магас буквально стерли с лица земли, а в памяти потомков осталось от него лишь славное имя. Разрушенная монголо-татарами столица древнего аланского государства лишь спустя много веков возродилась на карте мира, но уже в статусе столицы Ингушетии. Первый камень строительства современного города был заложен 23 февраля 1994 года, а уже 15 апреля президент России Борис Ельцин подписал указ о строительстве столицы Ингушетии. После того, как было принято решение о строительстве новой столицы Ингушетии, был объявлен конкурс на название столицы и была создана комиссия. И когда начали поступать все эти предложения, они публиковались в печати, я читал, все это смотрел, и я подумал, что нельзя допустить, чтобы эти предложения прошли. А у меня еще до этого было мнение, что на этом месте находился древний Магас. Я осматривал эти территории еще за год до этого, и я написал статью, опубликовал вначале в газете «Ингушетия» и предложил назвать Магас. И комиссия выбрала это название. Уже в 1998 году был торжественно открыт президентский дворец, а с 1999 года парламент и правительство Ингушетии начали работать в новых зданиях. Сегодня столица продолжает строиться и развиваться, а население города постепенно растет и насчитывает уже более 7 тысяч человек, что немало, учитывая относительно юный возраст Магаса. Айшат Мальсагова не понаслышке знает, как росла и развивалась молодая столица. Она одна из первых жителей Магаса. Деревья во дворе постоянно напоминают ей о том новоселье, ведь она тоже сажала их еще в 2000 году, сразу после переезда в этот дом. Своему родному городу Айшат посвятила следующие строчки. Со всеми жить хотим, в любви и в братстве. Желающий найдет покой, приют. Магас въезжает в гости по желанию. Ни для кого запрета вовсе нет. Найдут себе работу по призванию. И всем Магас дарует солнце свет. То, что сейчас современный Магас располагается на месте древней аланской столицы, говорят множество фактов. Значительное число археологических памятников аланской культуры были найдены и изучены в зоне нынешней столицы Ингушетии. К маю 1997 года на территории современного Магаса исследователи выявили 13 курганов и 43 отдельных погребения. Также во время недавней экспедиции археологического центра имени Крупнова и Института археологии Иран в селении Якажево была обнаружена погребальная комната. В ней нашли и артефакты ранней аланской культуры. Вот, пожалуйста, интересный фрагмент. Это каменная зернотерка, в общем, с плоской стороной одной. В общем, вот мы ее можем видеть. Вот, пожалуйста, вот этой стороной производилось обмельчение зерна. Всего за несколько десятков лет на пустующем месте у подножья гор снова расцвел сегодняшний Магас. Его здания сочетают в себя завораживающий восток и европейский шарм, а памятники напоминают о древнем происхождении. Центр притяжения гостей города – башня Согласия, построенная по подобию ингушской боевой башни. Она олицетворяет единение ингушей. Ведь если раньше такие постройки принадлежали отдельным тейпам, то башня Согласия в Магасе – достояние всего народа. Здесь проводятся самые значимые мероприятия в республике. Ну а смотровая площадка на высоте 85 метров – отличный шанс не только взглянуть на город с высоты птичьего полета, но и восхититься неповторимым видом Кавказских гор. Очень красивый город, если честно, хотя я и не здесь живу, но вот каждый день хочется гулять здесь и
особенно в прекрасную погоду, в такую. Красивые здания, зеленые аллеи и, конечно же, Аланские ворота, которые украшают въезд в древний и в то же время самый молодой в России город. Два воинственных Алана охраняют Магаз, а стройная горянка с блюдом национальных лепешек в руках приветствует гостей в лучших традициях ингушского гостеприимства. Молодой, перспективный город с каждым днем становится все краше. Мне нравится, что почти всегда бывают хорошие погоды, не ветрено, не жарко бывает. Можно поехать в магаз, есть тоже там аттракционы, хорошо отдохнуть. Лет 10 назад здесь ничего такого не было приятного. Сейчас радуют эти парки, здания новые, инфраструктура. Особенно радует, так как я преподаватель Ингушского государственного университета, особенно радует, что нам построили новое здание, общежитие для преподавателей. Череду преобразований в столице совсем недавно продолжила велосипедная дорожка и именные автобусные остановки, современные павильоны с автоматизированными дверями, телевизором, кондиционером и зоной Wi-Fi. А с недавнего времени в Магасе запущен и вертолетный тур. Магаз – один из немногих городов, которые были построены специально как столица. С каждым годом здесь увеличивается количество объектов, многоквартирных домов, школ и детских садов. Это не могли не отметить продюсеры кулинарной программы «Поедем, поедим», которые решили посвятить выпуск передачи нашей республики. Приехав в столицу региона, команда НТВ сразу отправилась на стройку многоквартирного дома в 8-м микрорайоне столицы. Подрядчики и рабочие подготовили для гостей краски и стройматериалы, а известный телеведущий Джон Орен с большим удовольствием погрузился в работу. Я не знаю, какой номер квартиры вот это будет, но она будет стоить дороже, потому что Джон клал кирпич здесь. Со временем город солнца приобретет другие черты. По замыслу архитекторов, после строительства набережной там появятся пешеходные бульвары, искусственные пруды, лодочная станция и даже свой амфитеатр. Ну а совсем скоро столица пополнится еще одной достопримечательностью – соборной мечетью, рассчитанной на 8 тысяч прихожан. Амина Бокова, Новости 24.